блин. Друзья, всем большой привет. 11 декабря у нас на календаре. Температура минус 7 градусов. Дует ветер, падает снежок. Но это уже не минус 30. И все уже терпимо. Сегодня я с помощником. Роман Геннадьевич. Всем привет. Помогает не сильно, но промерзло, несмотря на то, что немножко подсыпали саньком. Палки наши 2 дня уже не проверены. Думал, что все полыни закрыты, не все. Полыня вижу одна открыта. Там вот полыня тоже открыта. В общем, морозы затянули несколько дырок, но не все. В общем, наша сегодня задача — это, естественно, проверить все палки. 2 дня были они проверены. Но в первую очередь мы закинем живцов. Вчера ходили вот с Димкой на малую речку. Поймали небольшой запас живцов. И закинем их в 5-литровую тюрьму. Что оставим только на проверку. И до темноты, пока не стемнело, взяли сегодня ледобур, 4 удочки. Попробуем половить. Ну, попробуем половить на удочку. Кого, не знаю, потому что собирались мы с сыктывкарскими друзьями попробовать половить на удочку. Но, во-первых, утопили пешню, во-вторых, ударили морозы, и ничего у нас не получилось. Так что попробуем. Будет ловиться ёрш, хорошо. Поймаем хариуса, еще лучше. Может клюнуть язь, может клюнуть любая рыба. У меня удочки, как правило, снизу тяжелая мормышка, сверху вот всякие разные нимфочки, каракатицы. Только вот одна вот вольфрамовая у меня вишня с одной, остальные все с двойными. Снизу мормышка, сверху нимфа. Вот. Надо бы, конечно, еще тяжелее вольфрамовые, но у меня сильно тяжелых мормышек нет. Будем пробовать на это, где нет течения, где не зашуговано. А пока у Ромки готова первая лунка. Давай, Роман. Большая лунка еще. Ничего хорошего. Вот это турма у нас. Тюрьму-то убери, что ли, не мешалось. Сейчас туда малявок закинем. Что есть натяжка? Так, кто там дергает? Язь, наверное, да? Маленький олимчик. Олимчик, живец. И все? Нет, там язь еще есть. Вытаскивай. Во. Если выкидывай, налимай обратно воду. Во. Ну, с почином. Когда сезон рыбалки открыл. 25-26 открыт. Первая рыбка. Все, отлично. Хорошечно. Начало есть. Ну а теперь кидаем живцов в турму и начинаем пробовать, пока не стемнело, до темноты ловить рыбу на удочку. Получится хорошо. Нет так нет, а палки наши проверим уже по темноте с фонариком. Вот такая красота у нас. Каракатица с желтеньким хвостом, синенькой головкой. И обычная мормышка. С одной стороны немного золотая типа, с другой стороны типа свинцовая. Нацепил паровозиком и первый заброс. Сейчас мы все узнаем. Зашуговано. Мормышка легкая, не хочет тянуть. Кинь черпак, Ром. Фигня, надо тут тяжеленные мормышки, надо это на печоре, блин. У меня тяжелых мормышек нету, блин. Вольфрамовых нормальных. Ты, наверное, мало шурудил, да, буром? Нет, до конца, почти по ручку. Так, все. Ушло, куда-то ушло. Сейчас посмотрим. Клюнет, не клюнет. Глубина здесь небольшая. И глубину мы нашли. Если есть хариус, если он хочет кушать, в принципе, он должен ударить сразу. Если он
недалеко находится. В принципе, течение нормальное, дно находим и потом потихоньку сносит. Нижняя мормышка, она бьет по камням, здесь камушки, верхняя в толще воды. Каракатица вот эта веснянка. Прошел час. Ни одной поклевки. Так, понятие. Камера куда-то. Роман уже плюнул на это, говорит, никогда на Печоре толком не ловили. И нечего начинать. Пошел долбить палки. У меня пара лунок еще не проверенных есть. Короче, лунок 15-20 проверили и так. Минутки по 3-4. 5. Ни одной поклевки. Ни одной. Ни возле берега, ни на течении, ни под шугой, ни за шугой. Не знаю, может быть, надо им приманку какую-то, блин. Прикормку, вернее. Может быть, червячком надо вставные удочки. Но на игру, на мормышку и на нимфу ни одной поклевки нет. Не тут-то было. Может, просто не ловится сегодня. Может, просто погодка такая, вон, метель, кутерьба. Че, промерзла? Большие нет, долби, только с лопату и все. Чуть больше лопат, чтобы лопата, главное, влезла. Сейчас еще вот одну луночку проверю и, пожалуй, начнем проверку уже. А то скоро темнеть начнет. Время это займет тоже. На удочке рыбалки у нас пока не получается. Проверь, да, пока я наживлю. Пока готовишь, потом я буду потихоньку тебя догонять. Фору даю. Так. Твоя счастливая язевая рука. Тут бывает вообще это не только язи. О, кулома закрутил. Так вверх, что ли, то высоко? Или там что-то есть? Бутылку-то убери, что мешает. Бутылку-то убери, мешает. О, язи налим, да? Да. Вот Янцкадан. Что, бутылку-то не убрал? А дергать начал, думаю, пока не ушло. Так, бутылка могла помешать потом. А этот запутал, да, вокруг? Или эти могли запутать, наверное, язи. Они, наверное, вдвоем и накрутили. Ну, сними, дальше от лунки. Вот, Ромка вторую палку проверяет. Еще один язек. Я говорю, язевая рука у Ромки. Язь до этого не ловится. И вот этот килограммчик, больше даже чуть, да? Но килошка точно есть. Что, да, я цеплю, оставь тогда. Ага. Не ушел бы, говорю. Ну, оставь это, если... Или сам попробуешь. Через жабру получится? Нет, так ты порвешь, оставь. Через жабру надо, не это. А этот заглотил и кулома. Кулома. Что, не получилось? Да вроде здесь, рядом, но где-то зацепился. Где-то зацепился. Нет, смотри, дай, покажу. Раз. Правой рукой на направление, да, и левой, чтобы ты знал где. Или наоборот, сорта. А левой уже через жабру выверни крючок и все. Чего ты? Дырнотой щан. Сейчас еще сам на крючок напоришься. Да я покажу, говорю. Чё? Смотри. Иди. Берешь за жабры. Он пасть открыл. Смотришь, ага. Вот с этой стороны. Это держишь за крючок, как бы вот, ну, направляешь, чтобы он это. Направляешь вот этим правым пальцем.
И левой тут же перехватываешься, видишь? Я левой перехватился, и тут уже выворачиваешь его. Все. Тут должен даже закрытыми глазами это делать. Так. И один вот этот дрищ-пакет кулома. Намотал его вокруг палки. И сдох. Собака пойдет, за 2 дня побелел, потому что... на втором был этот мелкий. Так. Мелкого пока здесь выкинем в сторону, потом возьмем собаки. Так, ну давай одним кадром уже. Тащи еще язя. Есть натяжка? Пусто, да? Даже живец целый. Живой и пустой. Кто-то украл. Оставь, кидай, пока я сейчас наживлю. Ну неплохо, да? Видали, кого надо брать на рыбалку-то? Из 2 палок 2 продуктивные. Из 3 палок 2 продуктивные и 3 рыбы. 3 палки, 3 рыбы. Нормально. Начало есть. Подъязок, налим и язь. Сейчас Ромка будет готовить лунки. Ну а я наживлю и начнем проверочку. Пока светло. Ну не успеем. По-любому придется заканчивать под фонариком уже. Тут же, наверное, осталось-то час. Зато на удочки половили часа 2, наверное, 1,5. Так, ну что, давайте я попробую, что получится у меня поймать. А у меня ничего не получится. Живца украли. Второй на месте. И 3-й мелкий налим для живца. Текс. Вода упала, течение стало чуть поменьше. Но еще есть. Так, что? Ничего. Совсем ничего. Так, ну что? Не везет мне сегодня, вообще не везет. Сколько палок и ничегошеньки. Проверяю эту палку еще и одеваю фонарик, потому что уже темнеет, уже ничегошеньки не видать. А здесь еще и что-то дергает. Ну-ка, вроде язёк. Да, язёчек. Я тоже, Ромка, язя поймал. Отъенцекадан. Так, этот у нас живец кулома. 3-й язь на сегодня. И мой 1-й. Наконец-то выстраданный язь. Ну, пошли язечки, дай бог, дай бог. Давайте. Консерву надо делать. Текс. Так, с фонариком, я думаю, лучше видно. Если будет что смотреть вообще. Сегодня сначала улов порадовал. Опа, нет, здесь что-то есть. Что-то дергает. Добренькое. Я еще, наверное, что-то нет. Еще там живец. Вот, хороший язь. 2-й. У меня 2-й. В общем, 4-й. Все, язи зашевелились. Это радует. Может быть, еще и получится половить язей. Так, мне кажется, я понимаю, почему не ловится, почему не попадает. Сейчас поднимаю живцов, все на месте. И они дохлые и запутанные все. В общем, пошла шуга подо льдом. И когда я отпускаю мальков, они до дна не доходят. Зависают в толще шуги. И там подыхают. Вот из-за этого ничего не ловится. Потому что я сейчас спускаю живца под лед. А он не идет просто. Теперь я каждого живца заталкиваю. Вон длинные ветки.
вырубил, отломал длинную ветку и каждого живца туда запихиваю. Попробуем завтра, какой результат покажет. Все зашуговано, все зашуговало подо льдом. И не выходят, и не заходят. Так, что-то есть, натяжечка есть, что-то дергает. Ясь походу. Да, это он. Еще язёк. Еще язёчек, Ром. Еще язёчек. Пятый. Ну, Янс, когда он хоть что-то шевельнулось. А то все пусто, пусто. Пишет в комментариях: поймал язя и радуется. Ясь, грязь там туда-сюда. Это то же самое, как я не люблю кошек, ты просто не умеешь их готовить. Вы просто, кто пишет такие комментарии, не умеете готовить язя. Язя можно приготовить сотню вкусных блюд. Язь, он обалденный. Просто надо немного потрудиться и переработать. Это и фарш, это и ребра, это и консервы. Это он и соленый, и копченый, и вяленый, и жареный, и ребра. Ну, короче, очень-очень вкусный. Так что ясь кормилец на Печоре. Камера опять заглючила. Здесь у нас язычек будет, нет? Здесь у нас язычка нет. Хотя что-то вокруг палки крутануло, может быть и был. Был да ушел. Ну, то есть есть пустой крючок, да, есть пустой крючок. Я здесь был, я здесь ушел. Ничего страшного, значит был не наш. Наш к нам клюнет. Наш нам клюнет обязательно. Наш от нас никуда не уйдет. Наживляем малька под плавник. Можно также наживить через глаза, но так, мне кажется, он быстро сдохнет. Плавник он живет подольше. На крупные крючки наживляем мальков, которые покрупнее, на средние, на мелкие. В общем, каждому крючку свой малек. Этот еще живой, этот еще послужит. Ловись, рыбка, малая велика. Ждем поклевок. Вот так вот. Как-то вот так вот. И сразу засыпаем, чтобы не замерзло. Вот сколько телодвижений надо сделать на одну палку. Ромка готовит мне лунки, а я занимаюсь всем остальным. Снега навалило много после морозов. Это тоже свой плюс. Хватает чем засыпать, и теперь они уже не промерзнут. Никакой мороз уже им не страшен. Так, а здесь у нас есть натяжечка. Натяжечка есть. Что-то дергает. Или крупный язь, или налим.
Так, это не он. Язь. Так, это куламон налим. Это сюда. Вот такой вот язёк. Язь шевельнулся. Язь начал движуху. И это не может не радовать. Налим только вот где. Мелочок, как видимо, вот попадает. Попадает и подыхает. Ну что теперь? Собачий корм. Значит, судьба у вас такая. Быть съеденным. Собакам тоже кушать что-то надо. Пока в сторону покидаем. А что в сторону? Сюда. Уберем. Отведем собаки. Выкидывать ничего не будем. Все, что ловим, все в дело идет. Что-то собаке, что-то нам, что-то на консервы нашим ребятам. Безотходное производство. Живой, мертвый, уставший. Так, у нас здесь язык будет, нет? Деньги. Натяжечка вроде бы как есть. Что-то дергает. Не знаю, язи это налим. Так, один мелкий, это не тот. Это живец. Ну. Так. Так. Язь. Язь. Язычек. Вот Янцкаден. Хоть язики нас кормят. Что бы мы без вас на Печоре делали? Так, этого пока ведро. Ну вот. Наконец-то. Наконец-то. Пошли наши язики. И это радует. Так, ну а здесь язёк-то есть, нет? Здесь уже галечник пошел. Чуть помельче. Здесь в стороне что-то есть. Наверное, это язь. Или налим. Но не дергает. Пока не дергает. Налимчик. Нормальный налим. Забрызгал, нет. Пойдет. Грамм на 600-700 будет. По-любому. Вот такой вот съедобный. Самый вкусный. Самый нежный. Заглотил до желудка. Желудок аж наружу выходит. Долго бы он все равно не жил. Попал недавно. Вот Янцкаден. И налимчик. Ну, потихоньку улов растет. Сначала начал было после ромки, все кисло было, но все налаживается. Янцкаден. Ромка молодец. Готовит лунки, я даже догнать не могу. Одному бы пришлось не капитально попотеть. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Пусто. Бывает и так. Ну, ничего. Есть еще несколько палок в запасе. Так, я Ромку и не догнал. Ромка выдолбил все палки. Последняя палка на этом участке. Есть там несколько палок еще переставленные. Эта палка, кстати, Ромка мне налимчиков давала. Я как-то вроде бы не помню. Как-то 2 налимчика. Ох, кто-то дергает. Кто-то тоже сегодня есть. Что-то, кто-то. Язёк, наверное. Да. Это он. Это он. Ленинградский почтальон. Я здесь сегодня радует. Вон на какой крючок здоровый попал. И 2 крючка пустые. Молодец, последняя палка. Что-то... Вон, видишь, сколько язей? 7, наверное. Раз, два, три, 4, 5. Ладно, потом посчитаем. 6 точно есть. Янцкаден хоть язи начали ловиться. Я уже им рад.
А то их не было поначалу, да, вообще? Я даже ездечкам рад. Так, еще немножко палок и скоро домой уже. Согреться уже. Вроде минус небольшой, минус там 6, наверное. Но с ветрами, со снегом приятного мало. Руки коченеют. Не знаю, насколько хватит батарейки аккумулятора. Попробуем заснять, что у нас на переставленных палках. Надежды мало, потому что сверху полыня все шугует. Ну, дождемся, все-таки убирать пока не будем. Дождемся, когда закроет эту полыню. Ну и может быть что-нибудь да будет ловиться еще, потому что лунки пробитые, майны готовые. Это огромный труд. Так, добрались до зашугованного места. Полыня сверху еще не замерзла, так что еще будет шуговать и шуговать. Особенно в морозы. Когда тепло, оно не так шугует. А в морозы капитально. Ну и скорее всего ни о каком улове речи быть не может. Рыба, наверное, гасится с этого места. Где потише, где поспокойнее. Вон видно, что шуга вот идет подо льдом. Если присмотреться, он пролетает только. Здесь рыбы долго еще не будет, пока это все не встанет. Надо переставлять опять палки. Но пока некогда. На этой палке, скорее всего, тоже ничего нет. Хотя и камушки, но слишком сильное течение и идет шуга. Шансы на улов минимальны. Но какая-то натяжка все-таки есть. Может быть, даже что-то и клюнуло. Дрищ-пакет какой-нибудь. Ох ты, вот это дрищ-пакет. Вот это красавчик. Хариус. Ромка. Хариус, малосолка. Ах, сегодня порежем его кусочками. Он только-только уснул, даже еще не совсем не выключился. Дремлет притихший северный город. Вот такой середнячок, харюзок. Янцкаден. Вот течение, камушки приносят свои плоды. Так что дождемся мы здесь рыбы, все равно дождемся. Палки все зашуговала. Рыба. Видишь, смотри, что с палками творится. Аж руки режет, блин. Какая рыба здесь может плавать? Рыбы здесь не может быть. У природы нет плохой погоды. Эта палка тоже сейчас зашугованная. Твою мать, ну что здесь может попасться? Смотри, Ром. Палка даже из-за шуги, блядь, утонуть не может. Твою мать. И здесь тоже, скорее всего, ничего нет. Кроме шуги. Вон что творится. Видите, да? Какая нахрен может здесь быть рыба? Шуга видно идет еще. Не знаю, что здесь ждать. Рыбы здесь не будет точно. Там может быть на краю только. Ладно, закинем. Сейчас сильно не замерзнет, метет, потому что может быть произойдет чудо и что-нибудь да попадет. Ромка закончил уже
У меня еще 2 палочки осталось. Но навряд ли что мы поймаем, потому что все зашуговано. Зашуговано. Заколдовано. И вот такая вот нахрен куча запутанного. Что-то может и было. Может быть. Что-то кто-то накрутил. Или в шуге так запуталось, не знаю. Может быть, что-то и небольшое и было. Ну, посмотрим, что у нас на последней палочке. Ну и наконец-то последняя крайняя палка на сегодня. Додолбили все-таки. Давай хоть здесь что-нибудь интересное. Здесь хоть шуги вроде бы нет. И рыбы тоже нет. Рыбы тоже нет. Есть только живец маленький. Ну и нафиг плавай дальше. Маленький налимчик. Ну давай, 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 тяни уже, уплывай, блин. Зови папу, маму, дедушку, бабушку там. Кого-нибудь. Так, все. Наконец-то закончили. У природы нет плохой погоды, песенка поется. Наверное, у природы нет хорошей погоды, да, Ром? Фу, что у нас сегодня? От нуля-то мы, конечно, ушли. Что у нас? Хорюзок порадовал. Отлично. Вот налим более-менее такой жаренок. Тоже хорошо. Что у нас? Вон второй такой красавец, которого Рома вытащил. Килограммовик где-то, наверное. Ну и язей. Раз. Два. 3, 4. 5, 6. О! 7, 8. 8 язей. 8 язей, 2 налима, 1 хариус. Вот и весь улов. А это шушера живцы, подохшие и снятые с крючка. Вот и все на сегодня. Не пусто, конечно, на удочку столько на лето не поймаешь, но это стоит огромных трудов, 2 лошадиных сил. Один бы я тут точно сутки, наверное, бы чебушился. Все. На сегодня все. Следующая проверка, надеюсь, будет интереснее. По крайней мере, хоть долбить не надо будет, все засыпано. Камеру не снимаю. Не знаю, понравилась ли вам такая рыбалка. Мне не очень. Ромка тоже не в восторге. Все. До следующей рыбалки, до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Всем пока-пока.